Мінская вясна будзе панаваць на сцэне Белдзяржфілармоніі да канца мая. Фестываль музыкі праходзіць у 39 раз, і ў яго праграме больш за 20 канцэртаў з удзелам вядучых калектываў Белдзяржфілармоніі і гасцей з Расіі, лаўрэатаў міжнародных конкурсаў, знакамітых музыкантаў і таленавітай моладзі. Пра музычную палітру сёлетняй мінскай вясны, а таксама пра канцэрты, прысвечаныя агульнарэспубліканскім і ўласным творчым юбілеем, што пачуе публіка ў межах фестывалю, у нашай размове з мастацкім кіраўніком Белдзяржфілармоніі Юрыем Гельдзюком. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. 39-я Минская весна посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Какие концерты запланированы вот в рамках этого большого юбилея, важного для нас? Это концерт, который был открытие Минской весны 7 апреля, но это не только этот концерт. Это концерт камерата и вооруженных сил Республики Беларусь, ансамбля. Это ряд концертов хоровых в рамках «Спеваем столица». Мы попросили специально на Дни культуры Новосибирской области привезти к нам в Минск симфонический оркестр и знаменитый Сибирский народный хор. И они привозят 2 программы нам. «Приношение подвигу» – это концерт русского национального хора сибирского, и симфонический оркестр, который повторяет ту замечательную программу с ушедшим уже, к сожалению, Дмитрием Хворостовским. «Песни военных лет». Не только эта дата отмечается в Минской весне 39-й. Например, 100-летие Государственного музыкального колледжа имени Глинки. Ряд концертов молодежных и вместе с опытными солистами театров, филармоний, оркестров выступит у нас в рамках Минской весны. Отдельно хочу сказать о таких датах, как 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину и 180 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Конечно, это будет программа одна из симфонической триптиха в этом фестивале Александра Михайловича Анисимова «Сказка о царе Салтане», например. Очень много молодежи будет у нас. Евгений Бушков, дирижер камерного оркестра. 2 программы. Одна называется «Вундеркинды», а вторая «Иоганн Штраус и Шостакович». Между ними соревнования. Один король вальсов, а второй, казалось бы, симфонист. Но, тем не менее, почему вот они встречаются в одном концерте? Будет звучать и белорусская музыка, классика «Авангард» и Вячеслав Кузнецов, например, авторский концерт. Я думаю, что Минская весна будет, как всегда, очень интересной. Много музыки, много исполнителей, много ярких программ. Вот просто смотришь вот на этот листочек и понимаешь, насколько насыщенно. Зритель активно ли идет? Вот насколько интересно это нашей публике? Мы сейчас не можем пожаловаться, потому что интерес к филармоническому творчеству, к академической музыке, к народной музыке очень высок. И ансамбли наши «Свято», «Камерата», но главное – симфонический оркестр, хоры, которые тоже здесь хорошо представлены в фестивале, собирают аншлаговые программы. И это очень отрадно, честно говоря, потому что много звучит очень хорошей, яркой музыки. Традиция, талант, вдохновение и профессионализм. Минская весна номер 39. Будем надеяться с радостью всех. Поздравляю вас и нас всех с началом этой удивительной музыкальной весны. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.